Поздравляем вас с праздником песни, с праздником татарской песни. Я считаю, что этот праздник удался. Сейчас по центральному телевидению, вы знаете, проходит голос, там, да, голос детский, голос взрослый. Вот мы молодцы, мы сами себе устроили татарский голос. Поэтому поздравляю вас всех с праздником. Спасибо гостям, которые приехали из Тольятти, которые приехали из Камышла. Молодцы. Мы вас и дальше ждем и надеемся, что, да, вот круг гостей наших из всех районов и областей, да, будет расширяться. Очень приятно, что участвовали в этом конкурсе все возрастные категории, от малышей до взрослых участников. Это здорово. Требования, которые мы вот придумали все сами, они, конечно, будут дорабатываться. Есть некоторые недостатки, мы их обсудили и на будущее обязательно учтем. Требования непростые. Воспеть произведение, первую татарскую песню без музыкального сопровождения, как вы поняли, очень сложно. Татарские песни необычайно красивые, но они непростые. Непростые почему? Длинная мелодия. Мелодия витиеватая, с украшениями. Это все голосом вывести, как тонкой вот золотой нитью на тюбетейке. Это вывести голосом очень сложно. Поэтому песни, которые вы выбираете на будущее, может быть, младшим участникам брать чуть-чуть попроще, потому что некоторые взяли длинные песни с длинным дыханием, с медленным темпом, а это петь сложно без какого-то опыта музыкального. Поэтому песни народные можно брать чуть-чуть проще, татарские, я так считаю. Во второй песне, которая исполнялась уже под караоке, нужно очень точно попасть в тональность. Нельзя петь без понимания музыкального сопровождения, которое звучит. Это мы оценивали. И оценивали качество произношения, грамотность татарского текста. Теперь, значит, в целом, первое пение должно быть чисто, аккуратненько, артистично, грамотно и выразительно. Особая благодарность юношам, которые пели. Молодцы. Сложно им было, да, не все попадали в тональность. В целом молодцы. Большая благодарность от меня лично взрослым участницам. Очень приятно, что вы любите, и очень заметно, что вы как бы живете этими песнями, что вам все это очень близко по душе. Если вы не возражаете, я прям кратко могу отметить в каждой возрастной категории, кто мне особенно понравился. Какие-то замечания можно будет потом подойти и в рабочем порядке с каждым мы готовы обсудить. Значит, в первой группе, умница молодая, самая маленькая наша участница, конечно, молодец. Молодец, потому что первая всегда самая сложная, да, сложно начинать. Молодец, и потому что самая маленькая. Поэтому, конечно, она заслуживает всяческой похвалы. Из этой группы младшего возраста мне понравилась Минахметова Камила. Хорошая, с хорошим звонким голосом. Видно, что девочка занимается профессионально. У нее уже настоящее профессиональное дыхание. Если вы заметили, она дышит очень выразительно. Это самое главное в пении. Во вторая песня, первая и вторая мне понравилась. Вот с костюмчиком надо на будущее решить. Он должен быть каким-то сценическим или национальным. То есть это такой вот маленький минус. Так. Дальше, из средней, уже более старших, да? Мингалиева Альбина. Что вы пели там? Бурзая. Бурзая и Яшаргин. Мне очень понравилась первая песня, как она исполнила. Мне отлично понравилась. Очень выразительно, тонко, громко, не кричала, не пыталась перекричать кого-то, не пыталась. Не все татарские песни очень задушевные, да, такие вот лиричные, поэтому их не надо петь очень громко, их надо петь задушевно, тихо, осторожно, вникая в каждое слово. Я так считаю. Из юношей мне понравился Исхаков Наиль. Где вы, Наиль? Вы дальше собираетесь музыкой заниматься, профессионально, например? Поступать, например, куда? Нет? Технически вы пойдете дальше, да? Ну вот жалко. В первой песне он растерялся чуть-чуть, во второй уже был посмелее. Под минус готовились, мы акапелла не готовились. Красивый тембр голоса, очень хороший голос. Дальше ты будешь заниматься, то прям он может вылиться в какие-то уже такие серьезные достижения. Так, переворачиваем страничку. Бекмаева Лилия. Я сообразила, что вы уже не первый год участвуете, да? Да? Была в прошлом году. Молодец, настойчивая. Ну,
заметно, что человек увлечен тем, что он делает, красивое дыхание, и точно очень интонирует, и артистично, и с залом в это время общается. Молодец. Валиуллина Алсу, понравилась мне ваша артистичность и увлеченность, голос у вас хороший, тоже профессионально, надо заниматься. Молодец. Дальше я бы отметила, ну, просто всех взрослых уже участниц. Кого-то особенно за артистизм, например, Исхакова Светлана, артистка настоящая, прям уже с залом и общается, и подмигивает что-то, и пританцовывает, молодец. И Битулина Амина, мне вот знаете, чем понравилось? Вот на сцене никогда не затеряться. Вдруг микрофон один не сработал, а она, заметили, она быстренько поменяла на второй, и даже глазом не моргнула, и нигде не споткнулась, и продолжила дальше. Молодец. Так, ну, замечания какие-то, вот какие-то, да, более, может быть, мелкие помарки, сложности. Это все мы решим в рабочем порядке, можно будет подойти после вручения, а то я так думаю, все уже притомились и ждете, кто какое место занят.